Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем водителя, который в полдень сбил бабушку с внуком и скрылся с места происшествия. Расскажите, что случилось сегодня с вами? Сегодня ехал, пешеход сбил, не заметил, испугался, уехал. Расскажем о ножевом ранении мужчины на общей кухне общежития на улице Белинского. Просто я услышала вот это голоса, визги. Ненормальные. И причины эвакуации торгового центра в Казани. Там один человек был, он прям вышел, сразу выкинул, все, вышел. То есть все понимали то, что что-то не так. Это и не только. Прямо сейчас. Сегодня в полдень на пешеходном переходе у дома номер 9 на улице Бигичева водитель «Лады» 12-й модели сбил 62-летнюю женщину и 8-летнего мальчика, после чего скрылся с места происшествия. Момент наезда был зафиксирован камерой наблюдения. В результате происшествия 8-летний мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей головы. Его бабушка получила различные телесные повреждения. В Казани был объявлен план «Перехват». Отслеживали передвижение «Лады» и по камерам видеонаблюдения. В результате предполагаемый виновник наезда был задержан. Им оказался 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Расскажите, что случилось сегодня с вами? Сегодня ехал, пешеход сбил, не заметил их, испугался, уехал потом. Вину признаю. Вину признаете ДТП? Да. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Высокогорском районе Татарстана». Напомним, накануне недалеко от развязки с трассы М7 общественный транспорт столкнулся с грузовым автомобилем. У автобуса сильно повреждена вся правая сторона. Очевидцы сообщали о 3 пострадавших пассажирах, в том числе одном ребенке. 13 декабря в Высокогорском районе республики в результате дорожного транспортного происшествия произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля. В результате пострадала 11-летняя девочка. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Лоб в лоб столкнулись на улице Степана Халтурина в Казани Volkswagen Tiguan и Kia Ceed. Оба двигались навстречу друг другу, но неожиданно для девушки-водителя кроссовера легковушка вдруг выехала на встречную полосу прямо ей в лоб. Попытка свернуть вправо и избежать аварии успехом не увенчалась. Да, он сразу сказал, что виноват, когда так отошел от аварии. Супруг девушки-водитель Volkswagen считает, что без признания вины тут все предельно понятно. Они двигались со стороны улицы 25 лет октября. Только тронулись со светофора, как в лоб вылетела легковушка. Дождались, уже правая стрелка загорелась, ушли на нее, как бы только вот буквально только повернули, и с этой улицы получается. Видим со светофора, то ли он набирал скорость, он навстречу как бы свернул, то ли объезжал машину, то ли чем, ну я не понял, как бы вообще. Как это секунда все происходит. И бам, удар. Говорит, последствия могли бы быть хуже, если бы супруга вовремя не сориентировалась и не попыталась избежать столкновения. Девушка вывернула руль вправо, полностью избежать аварии не смогла, но удар пришелся не в лоб Volkswagen, а в левый передний угол автомобиля. Она успела быстро сориентироваться, что в принципе может быть спасло даже частично. Могли как бы в лоб еще удариться. Хуже было бы для машины, для нас. Я спросил, куда ты торопишься? То есть это явно, скорость у него была больше, потому что мы только тронулись. А тут такое ощущение, как будто он вот на желтый, что ли, продолжал маневр. И чтобы не останавливаться, как будто вот такое ощущение было. Ну, потому что явно на встречке. Водитель Kia не отрицает, что виноват, но и выехал на встречную полосу, рассказывает, не просто так. Из двора выезжал автомобиль и резко перестроился перед ним. Хотел избежать аварии и из двух зол в ту секунду выбирал, как считал, меньшее. Короче, очень резко кто-то выезжал, шибнул меня. Я, соответственно, ушел сюда с этой полосы на встречную. Вернуться на свою полосу сразу после этого маневра, говорит, было невозможно. Как бы даже машина двигалась. Я ушел влево, как бы обогнал уже, получается, куда мне тут деться было. Никто из людей в аварии не пострадал. Автомобилям же теперь предстоит серьезный ремонт. И Volkswagen, и Kia смогли покинуть место аварии только на эвакуаторе. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, Вызов 112.
Тело 23-летнего молодого человека с пакетом на голове обнаружили его родственники в его собственной квартире одного из домов на улице Даурская в Казани. Он долго не выходил на связь, не отвечал на звонки, и тетя молодого человека решила его проверить. Дверь открыла своим ключом и увидела страшную картину. Ее племянник сидел в кресле, на голове пакет, рядом лежали 2 баллона, от которых к пакету шли трубки. Женщина тут же вызвала полицию, до приезда экспертов в квартиру никого не пускали, в том числе родных молодого человека. Все ждали в подъезде. По предварительной версии, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Рассматриваются в том числе версии несчастного случая, хотя родные не замечали за погибшим пристрастия к токсикомании и добровольного ухода из жизни. Очень много крови потерял мужчина, раненый ночью ножом на общей кухне общежития на улице Белинского в Казани. Прибывшие на место врачи экстренно госпитализировали мужчину в 12-ю городскую больницу. Причем до кареты скорой помощи его донесли уже без чувств. Перед тем, как потерять сознание, он рассказал стражам порядка, что на нож напоролся сам. Но полицейские задержали 2 женщин, с которыми он и сидел на кухне. Хозяйка одной из комнат, к которой они втроем и пришли в гости, осталась на месте. Женщина была сильно пьяна и утверждала, что все случившееся для нее большая неожиданность. Что произошло, она не видела, а выскочила из комнаты, только услышав истошный крик. Просто я услышала вот эту голоса, визги. Чьи? Ну, ненормальные, как собаки, лаются. Она утверждает, ничего не видела, рассказала. К ней в гости пришли 2 подруги, одна с сожителем. Его и госпитализировали потом с ножевым ранением. Настя сожитель, Настя мне является подругой. Сперва выпили, она сама в том числе, несмотря на то, что беременна. А пьете-то зачем в таком положении? Меня уже заставили. После этого, говорит, пошла к себе в комнату и что произошло на общей кухне, не видела. Как и соседи, они давно не выходят на шум в коридоре. Я дома была вот здесь. Я понимаю. Это, конечно, тоже мой дом, но я в комнате сидела. Телевизором я балуюсь, я люблю телевизор смотреть. В то, что сожителя ранила ее подруга, женщина не верит. Мужчина, когда приехали стражи порядка, заявил, что упал на нож сам. Он потерял много крови и стал терять сознание. В карету скорой помощи его донесли уже без чувств. Раненого госпитализировали в 12-ю городскую больницу. 2 женщин, которые были с ним на кухне, задержали. Сейчас полицейские разбираются, что же на самом деле там произошло. Алсу Курманова, Константин Бушуев, вызов 112. Посетителей и сотрудников торгового центра на проспекте Победы в Казани экстренно эвакуировали на улицу. В чем причина, никто не знал, но все быстро покинули помещение. И если посетители просто пошли по домам, тревога была объявлена за час до завершения работы магазинов, то продавцам пришлось на морозе ждать возможности вернуться обратно, закрыть смены на кассах, сами магазины и забрать свои вещи. Запищало, там покиньте помещение, все, больше ничего такого не было. Сотрудники и посетители торгового комплекса вышли быстро. Тем более, что действия в случае экстренных ситуаций многие уже отработали на практике. Всего несколько дней назад на парковке этого же центра вспыхнула иномарка. Дым окутал весь комплекс. На улицу тогда вышли около 2000 человек. В чем была причина эвакуации в этот раз, никто не понимал. Я никакого задымления точно не видел, не знаю, что там, солярис же на парковке, что там сгорел. Ну, сегодня, кстати, днем ходили пожарники, проверяли всякие тут эвакуационные выходы, огнетушители, все это ходили. Сообщение о необходимости срочно покинуть помещение прозвучало уже в конце рабочего дня. Паники, говорят, не было, все вышли спокойно, но быстро. Вышли те, кто были в зале, но в примерочной, кто были, мы их прям поторапливали. Там один человек был, он прям вышел, сразу выкинул, все, вышел. То есть все понимали то, что что-то не так. Он взял куртки, я забежал, еще обувь успела надеть, вот он не успел. Покупатели разошлись. Ждать, когда двери комплекса опять откроются, никто не стал. У продавцов уйти возможности не было. Ждали на улице. Ну, мы были там, цветочного, она выгнала. Там же вещи личные, там все же, магазин-то открыт, наш, все закрыт, не оставишь же так все это дело. Просто у них по безопасности-то надо оставлять открытые эти рольставни всякие, все это. Нельзя магазин полностью закрывать. Пожарные выходы все открыты. Вечер нам нужно просто кассы закрыть. У нас же все, рабочий день закончился. Здание тщательно обследовали все экстренные службы. По предварительной версии, на электронную почту поступило письмо с угрозами. Ни возгорания, ни каких-либо других опасностей не обнаружили. И только после этого продавцов запустили внутрь закрыть свои магазины. На утро центр открылся и работал в прежнем режиме. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать в студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.